эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Жительницы Якутии встретились с президентом и обсудили вопросы помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. За помощью в редакцию телеканала обратились жильцы дома по улице Нагорная в Якутске. За последние 10 лет постройка пережила пожар, ремонт и даже потоп сточными водами. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Жители Якутска смогли погрузиться в народное творчество и научились самостоятельно создавать национальные аксессуары. Народные мастера учили желающих вышивать, плести и шить обереги, а также косоплетки и лоскутные ковры. Сильнейшие лыжники Якутии приняли участие на третьем этапе Кубка Республики по лыжным гонкам, который прошел в Нерюнгре. Расскажем подробнее. Воспитывать на собственном примере. Соревнования отцов Центрального округа прошли в столице республики. Вместе с родителями в борьбу вступили и сыновья. В преддверии 8 марта Владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными Государственного фонда «Защитники Отечества». Якутию на встрече с главнокомандующим нашей страны представили медсестра эвакуационной группы Зоя Степанова и вдова участника СВО, социальный координатор Госфонда по Нюрбинскому улусу Александра Захарова. Зоя Степанова, военный медик и ветеран боевых действий, рассказала о своей службе на передовой и спасении раненых бойцов, за что получила благодарность президента. Александра Захарова, вдова участника СВО и сотрудница якутского филиала фонда, выступила с инициативой разработки современной адаптивной одежды для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Президент поддержал эту идею и поручил проработать ее реализацию. На встрече Путин также пообещал, что поддержка семьям бойцов СВО через фонд будет расширена и на близких пропавших без вести военнослужащих. Рассказала историю о своем подопечном, инвалиде боевых действий и то, что сейчас нужно разработать адаптивную, современную одежду для наших парней, кто с ограниченными возможностями здоровья возвращаются с СВО. Мой муж был мобилизован и был участником специальной военной операции. Мне важно и то, что работаю в Госфонде и помогаю всем тем людям, которые потеряли своих родных, и те, кто участвует сейчас, на данный момент, на СВО и защищают свою родину. За прошлый год Якутия заняла лидирующие позиции в стране по темпам экономического роста. Об этом в ходе итогового отчета правительства заявил премьер-министр региона Кирилл Бычков. В частности, речь шла о показателях валового регионального продукта, промышленного роста, рождаемости и роста населения. По последним двум пунктам Якутия занимает первое место по Дальнему Востоку. Кроме того, Бычков отметил и беспрецедентные темпы работ строительного комплекса. В прошлом году, напомним, в республике были введены 753 тысячи квадратных метров жилья. По этому показателю Якутия заняла второе место после Приморского края в федеральном округе. Этому обеспечивают путь и национальные проекты, которые в прошлом году завершились. 13 национальных проектов, начатые в 2019 году, анонсированы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, за 5 лет по сути произвели мощный скачок в качестве жизни нашего населения, ну и, конечно, обеспечив очень стабильный, надежный такой запас, потенциал для развития нашей республики. Ну а прогноз на лето в этом году неутешительный. Об этом в ходе итогового отчета правительства сообщил вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Садовников. Как отметил зампред, ситуация сильного паводка в прошлом году еще раз доказала, насколько разрушительной может быть природа. Тем не менее, подготовка к этим периодам проводится системно. А в этом году еще и с увеличенным финансированием. Всего в прошлом году было создано 112 групп подготовки к прохождению паводка, произвели 13 подрывов на заторных участках рек, зафиксировали 1006 пожаров, из них почти половина была ликвидирована. Паводок, который произошел в прошлом году, он один из примеров того, что сила природы, она имеет, как говорится, такой разрушительный момент, и надо быть к этому всегда готовым. Мы все равно по паводку имеем системный подход, всегда ежегодно мы стараемся, как говорится, улучшить эту работу. Создаются 112 групп по подготовке к прохождению паводка. И прошлый год было не исключение.
Здесь мы в прошлом году провели 13 подрывов, 79 заторных участков мы имеем в больших реках. Малые города Якутии включены в план реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году планируют привести в нормативное состояние 85% дорог в Ленске, Мирном, Нерюнгри и Алдане. В целом на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в Якутии предусмотрено около 14 миллиардов рублей. Этот нацпроект продолжает задачи завершившегося в прошлом году нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также в Якутии за последние годы реализовано более 640 проектов, направленных на улучшение качества медицинских услуг. Открытые регистратуры, оптимизация диспансеризации, медицинских осмотров детей, вакцинации, неотложной помощи и выписки льготных лекарств. Все эти изменения стали возможными благодаря системному подходу и внедрению бережливых технологий. Системный подход, внедрение инноваций привели к значительным улучшениям в системе здравоохранения. Республика продолжает двигаться вперед, демонстрируя, что даже в условиях сложной географической и климатической специфики можно достичь высоких результатов в здравоохранении. За помощью в редакцию телеканала обратились жильцы дома по улице Нагорная в Якутске, стойкости которого, пожалуй, можно только позавидовать. За последние 10 лет постройка пережила пожар, ремонт и даже потоп сточными водами. Только вот качество жизни в ней оставляет желать лучшего. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. Весь дом повело, и вот тут вот стоит, и вонь страшная. Вот видите, зайдите в подъезд, предварительный. Для жизни в их квартирах обитателям барака по улице Нагорная не хватало только потопа сточными водами. Впрочем, именно это и случилось с ними в середине февраля. Теперь до кучи к их быту прибавился смрадный запах, необходимость прокладывать мостик в подъезде и невозможность нормально открыть входную дверь. Вот эта вот ледяная куча – сточные воды. И вот это тоже сточные воды. По высоте этого ледяного настила можно понять, сколько конкретно воды вытекло из канализационной трубы. Как определить количество таких потопов? Таким же способом археологи по слоям грунта определяют эры. Не обманывайтесь внешним обликом этого дома. Как и большинство деревянных построек в городе, его возвели еще в 80-е годы прошлого столетия. Аварийным не признали до сих пор. По словам жильцов, планировали, но провели капитальный ремонт и передумали. Около 10 лет назад этот подъезд горел. Сложно в это поверить, но менее 7 лет назад здесь якобы делали капремонт. Но по факту, как это можно заметить, здесь ничего не изменилось. Вот окно. Стекла побитые, все. Когда пожар был, я вот залез, забил пленкой. Так оно и стоит. Все, уже сколько лет стоит. Никто ничего не хочет делать. Даже капремонт, когда делали, сказали, хоть побелите, сделайте. Никто ничего не делает. Со временем дом перекосило, а вместе с ним начала рушиться и внутренняя отделка квартир. Производить какие-либо работы внутри все равно, что мертвому при парке, признаются жильцы. Одна из них, многодетная мать Екатерина Сивцева, отмечает, их дом опасен. Жить в нем вредно и для здоровых, а ведь у ее сына стеноз бронхов, диагноз, при котором свежий воздух жизненно необходим. Главная проблема, что у нас канализация течет, и все это испарение, получается, заходит прямо. У нас как второй этаж, он как этот пылесос засасывает все. И все вот соседи на первом этаже курят, все сигаретный дым тоже сюда получается. Ребенку этим всем дышать, естественно, нельзя. По словам главы автодорожного округа Петра Попова, управляющая компания делает все возможное для того, чтобы поддерживать дом в пригодном для жития состоянии. При этом при возникновении проблемы для верности лучше обращаться в ЕДДС, отмечает Попов. Здесь наверняка надо звонить в эту единую диспетчерскую службу, чтобы мы на контроле держали. Мы же не знаем, у меня в округе 400 МКД, ну и заявок там много. Нужно звонить в единую диспетчерскую службу. Это у нас уже управа округа видит заявку на экране, мы видим, да, ну все заявки поступают, и мы уже конкретно связываемся. В любом случае проведение мелких работ полумеры. Проблему в глобальном понимании решит расселение. Жильцы уже подали заявление на признание их дома аварийным, однако этот статус еще не подтвержден. А значит, есть вероятность, что в ближайшее время под программу переселения местные так и не попадут. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
За прошедшую неделю в Якутии психологами отработано более 550 новых обращений от бойцов СВО и членов их семей. Проведены 815 психологических работ, в том числе мастер-классы, групповые терапии, занятия с применением различных методик по эмоциям и стадиям принятия. Также в преддверии Международного женского дня психологи поздравили женщин-матерей бойцов. Напомним, психологи оказывают экстренную психологическую помощь, а также помощь при утрате близкого человека или при его пропаже. Психологи работают столько, сколько нужно для нормализации состояния каждого отдельно взятого человека. Все обращения к нам анонимны, конфиденциальны, не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Для участников спецопераций, членов их семей, а также по иным кризисным направлениям услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. Помощь и поддержку можно получить, записавшись по номеру 31 91 09. По номеру также можно узнать контакты наших филиалов в районах. В преддверии Международного женского праздника 8 марта юным девушкам Якутска выдали важнейший документ – паспорт гражданина РФ. Торжественная церемония прошла в историческом зале Национальной библиотеки. Поздравить детей пришли заместитель руководителя центра «Мои документы» и сотрудники МВД, а также сами родители и родственники девушек. Всего свой паспорт вместе с памятными подарками получили 12 юных жительниц столицы. После получения документов они становятся полноправными гражданами России, получая определенные права, а также обязанности. Это ступень во взрослую жизнь и как бы расставание с детством. И, конечно, для каждого ребенка это ожидаемо. Они вот все время ждут этого момента. Мы, например, очень ждали. Это у меня младшая внучка, поэтому я тоже для меня это такая большая ответственность, что моя внучка именно вот так вот повзрослела. Мастер-класс от народных мастеров в Доме культуры имени Кулаковского. Умельцы республики учили желающих вышивать, плести и шить обереги, а также косоплетки и лоскутные ковры. Продолжит тему Марферина Алексеева. Дарья Козлова более 10 лет обучают желающих шитью декоративных чепраков. Якутский чепрак – это основной элемент парадного конского убранства. В декоративном исполнении он служит оберегом жилища и украшением интерьера. Для изготовления ковра используется традиционное лоскутное шитье с кантированием. Такой вид рукоделия, что можно тут очень много фантазий, очень много создавать разные рисунки. Например, я люблю тут использовать именно растительные цвета нашего окружающей среды, потому что тут обычно обладает, например, в моем эскизе особенно этот зеленые, а зеленые цвета у нас это растительные цвета очень много. Красный цвет надо чуть-чуть воздерживаться, чтобы не обладала. Александра Иванова – ученица Дарьи Семеновны. Когда-то и она с самых азов изучала секреты и нюансы традиционного лоскутного шитья. Теперь и сама передает мастерство. У меня почти 20 изделий есть почти. На этом я сперва пришла здесь учиться, вообще ничего, никак не могла считать, как они это лоскутное шитье делают, вообще не знала. Каждый день я сижу 2-3 часа. Мне это дает, что я знаю, познаю свою национальную шитью. Я села Чуя, это Америка Галасского. У меня есть там 5-6 человек. Учу. На других площадках мастера демонстрируют и другие техники создания аксессуаров. Лариса Тавакалова создает нагрудное украшение – оберег из керамики. Мастер из Усялданского улуса Ольга Томская демонстрирует технику традиционного плетения косоплетки из конского волоса саламаситите. А мастерица из Булунского района Екатерина Никитина подробно рассказывает о значении цветов бисера на головной повязке дербяки. Свою миссию видит в том, чтобы обучить как можно больше людей прикладному искусству. Передать поколению свое мастерство, свои таланты. Я, например, научилась шить от матери. Мама моя тоже мастерица была. И моя мама тоже была мастерица Матрена. По отцовской линии Эбе. По матери Эвенкика. И поэтому у нас красный тюгасил наше, это по племени делятся. Поскольку мы кочевой народ, это весна, осень, лето, вот так, это символ солнца,
Как отмечают мастера, для того, чтобы обучиться традиционному шитью, не обязательно иметь определенный талант и особенные навыки. Необходима усидчивость, а главное – желание сохранить, познать историю народа и хотеть ее транслировать. Марферина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск. Состоялось торжественное закрытие 15-й республиканской выставки ярмарки «Якутия мастеровая». Мероприятие собрали в общей сложности более 1000 народных умельцев со всей Якутии. Ярмарка проходила сразу на 5 площадках и включала в себя 4 разных конкурса. За время проведения выставки были представлены якутские ножи, чуроны, деревянная мебель, национальная одежда и многое другое. Победителей «Якутии мастеровой» определяли по 13 различным номинациям, в том числе косторезное дело и национальный костюм. Приняли участие во всех мероприятиях представители, мастера из 30 улусов нашей республики, из 4 учебных заведений и общественных организаций народных мастеров республики. Награждение у нас в этом году, положение республиканской выставки ярмарки «Якутия мастеровая» проходит под эгидой празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Москве в корпорации развития Дальнего Востока и Арктики презентовали якутский кинопроектор «Экстра Синема». Создатели проекта рассказали о планах по продвижению, в какие новые регионы будут кинофицированы, показали и технические новинки. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Наши администраторы следят за каждым проектором, которые установлены в разных населенных пунктах, в каком они состоянии, что они воспроизводили и так далее. Экстра Синема – это больше, чем кинопроектор. Это своя цифровая платформа с фильмами и свое программное обеспечение. Целая технология по созданию кинозалов в обычных домах культуры, для кинопоказов в небольших деревнях и селах. В Якутии Экстра Синема работает в 72 населенных пунктах. Впереди выход на 5 регионов страны. Мы хотим опыт Якутии перевести в другие регионы, в которых стараются что-то делать в области кино. Во-первых, это национальные регионы, во-вторых, это те регионы, в которых действительно активное киносообщество и так далее. Мы совместно с Министерством культуры решили определить несколько регионов и в первую очередь пойти туда. Первый кинопроектор был разработан в 2022 году. Сегодня их уже 3. Вот, например, «Макс» рассчитан для больших залов с экраном шириной 10 метров. Сменная оптика. А рядом меньший по размеру, но более мощный проектор 2025 года. Это 2025 года, то есть первую партию мы сможем только в этом году начать, собственно, поставлять, производить. И именно вот этот проектор мы увидели только здесь, только на этой презентации. Да, До этого... Нигде, никогда никто не видел. Она нам нравится потому, что это уже не металлический корпус, а пластик. Он меньший по своему весу, но при этом он укомплектован таким образом, что там все прям находится на своем месте. Он нам очень нравится. Спрос на Экстра Синема растет. Только в Якутии свои заявки на открытие залов подали более 150 ДК. Интерес к проекту проявили и в Москве. Потому что, во-первых, мы все поддерживаем своего производителя, стараемся поддерживать. Очень интересная тема. Хочется попробовать, а дальше очень надеюсь, что все будет хорошо. Цифровой каталог «Экстра Синема» насчитывает около 50 кинокартин. При этом каждую неделю выходит от 3 до 5 релизов. Дальше больше. Проект поддержан президентом страны. По поручению главы государства технология «Экстра Синема» должна охватить почти 20 тысяч домов культуры в малых городах и селах страны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Москва. 7 марта в 1949 году родился олимпийский чемпион по вольной борьбе Роман Михайлович Дмитриев. Его спортивные достижения и патриотизм навсегда остаются в сердцах россиян. Соревнования памяти Дмитриева традиционно привлекают сильнейших спортсменов. На 11-м международном юниорском турнире по вольной борьбе соберутся 235 участников из 8 стран и 9 регионов России. В столицу республики съедутся спортсмены, в том числе из Казахстана, Беларуси, Китая и Венгрии. Для увековечения его яркого следа на свет вышел фотоальбом, который носит название «Первый». Когда о человеке говорят, значит, он живой. Поэтому и самое главное, у нас есть эта память о человеке. Поэтому и здесь, в Якутии, на те как раз
традиции, которые чтутся и передаются из поколения в поколение. Этим можно позавидовать, наверное, многим регионам и странам в том числе. Поэтому то, что здесь проходит турнир и происходит увековечение памяти олимпийцев и, в частности, Романа Михайловича Дмитриева, это очень важно. Ну а сильнейшие лыжники Якутии приняли участие на 3-м этапе Кубка Республики по лыжным гонкам, который прошел в Нерюнгре. Наша съемочная группа следила за жаркими поединками на лыжне. На белоснежных трассах столицы Южной Якутии в борьбу за медали традиционно вступили юноши и девушки в 4 возрастных категориях, а также взрослые спортсмены. Соревнования проходили как в классическом, так и в свободном стиле на дистанции 2, 3, 5 и 10 километров. Трасса сложная была, потому что лыжня была кривая, было тяжело бежать, лыжи плохо ехали, и было просто тяжело сегодня, всем, думаю. Сегодня просто очень хотелось, потому что могла сегодня. Также бороться за золотые медали на лыжню вышли и спортсмены в категории ветераны, показавшие отличные результаты. Я работаю тренером, тренирую ребят, и между тренировками тоже там перехожу, тут поймаю, там поймаю. И вот так получаются тренировки у меня. Соревнования прошли на хорошем уровне, трасса такая рабочая, что было тяжко в конце. На таких трассах мы еще не бегали. Алдан отдыхает, как говорится. Здесь вообще классно. Участников было много. Погода с утра была холодно, но днем отпустила, позволяла. 4-й этап Кубка пройдет в Чурапчинском улусе, 5-й этап встретит Амгинский улус, 6-й этап запланирован в Усть-Алданском улусе. Ну а заключительный этап Кубка пройдет в середине апреля в Алдане. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Воспитывать на собственном примере. Соревнования отцов Центрального округа прошли в столице республики. Вместе с родителями в борьбу вступили и сыновья. Самая сплоченная семья получила не только ценные призы, но и путевку на городской этап. Как прошли соревнования, расскажет Эржена Гармаева. Отцы и сыновья демонстрируют свои умения в нетрадиционных, но весьма практичных дисциплинах. Например, рубка дров, разведение костра и оттеска бревна. Но и для потех здесь нашлось место. Вот, скажем, масленичный столб, высоту которого будут покорять участники соревнований. Управа Центрального округа проводит окружные соревнования в 4-й раз. На городской этап Центральный округ выставляет сразу 2 команды. Как показал опыт, это район с сильнейшими парами отцов и сыновей, поэтому и ожидания от состязаний большие. Как организатору мне тоже видно, что у нас качество и результаты проведения данного соревнования улучшаются каждым разом. И мы сегодня планируем, и сегодня отборочный этап будет, потом в город Якутск, и потом и республика. Но задача сейчас нашим участникам стоит, что мы в республике должны занять призовое место. Участникам повезло. Пример для подражания прямо перед их глазами. Главный судья Александр Винокуров, 2-кратный чемпион городских и призер республиканских соревнований отцов. Отец меня научил, я с малых лет с топором, из-за этого уже прошел хорошую школу. Я благодарен своему отцу, Царства Небесного, отца сейчас нету, и меня всему научил этому. И я могу сказать, что это отец мне помог и достиг таких успехов. Старший сын учится в университете. Закончил школу, сейчас готовлю младшего сына. И надеюсь, на следующий год тоже будем участвовать. В этом году за место на пьедестале почета борются 6 команд. Попытать силы решил и Александр Лебедев с сыном Алтаном. По словам Александра, этот старт не только возможность посостязаться, но и передать навыки. Заготовка дров, прорубание проруби, вот такие виды наши предки в бытности занимались. И чтобы наши дети тоже не забывали, чтобы знали, чем занимались, как пропитались наши предки, мы агитируем. Участников единит еще одна благородная цель. Заготовленные в ходе соревнований дрова будут переданы семьям участников СВО. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск.
К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных.